А мы теперь перенесемся в Россию, но останемся на Кавказе. Верховный суд России в курсе случившегося в Грозном. По информации ряда изданий, спикер чеченского парламента Магомед Даудов, он же Лорд, вчера ворвался в кабинет исполняющего обязанности верховного судьи Чечни Тахира Мурдалова, угрожал ему убийством и избил его. В Верховном суде России комментировать нам это не смогли, но подтвердили, что знают о случившемся. И сегодня у председателя Верховного суда России Лебедева было экстренное совещание по этому поводу. Первым об инциденте в Грозном написали наши коллеги из портала «Кавказ Реалии» со ссылкой на неназванные источники. Затем их информацию подтвердила и «Новая газета». По данным журналистов, еще 6 октября к зданию суда в сопровождении 10 машин приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, более известный как Лорд. Даудов – один из самых влиятельных людей республики, правая рука Рамзана Кадырова. Вместе с Лордом к Верховному суду на машинах с номерами КРА приехало около 40 человек и окружили здание. Даудов якобы стал избивать Мурдалова, требовал от него написать заявление об увольнении, но Мурдалов отказался, после чего Даудов принялся угрожать ему убийством. По словам источника «Новой газеты», при избиении присутствовал председатель Гудермесского суда Алавди Гордалоев. Именно его Рамзан Кадыров лоббирует на должность Верховного судьи республики вместо ставленника Москвы Мурдалова. Этот факт подтвердили нам и собственные источники в Чечне. Тахир Мурдалов стал исполняющим обязанности председателя Верховного суда Чечни в мае после отставки его предшественника Магомеда Каратаева. Полгода назад Рамзан Кадыров сорвал совещание судей, раскритиковал работу созвала, потом, собственно, на этом заседании судей Верховного суда и раскритиковал его работу, и лично Каратаева раскритиковал, попросил его уйти в отставку. Вот кадры местного телевидения, которое транслировало эту встречу. Никакая разница, Басаев или судья, или Хатаб, или Верховный судья. Если вы одинаково убиваете, унижаете мой народ. Если у тебя есть честь, достоинство, ты должен написать заявление, Каратаев общий дом. Каратаев сперва отказался покинуть свой пост, напомнив Кадырову, что судьи не подчиняются исполнительной власти. Затем пропал на несколько дней и, как предположили многие, покинул Чечню. Но затем появился в эфире телеканала «Грозный», извинился перед Кадыровым, заверил, что уходит по собственному желанию и никакого давления на него не оказывалось. Предложение главы уйти в отставку я принимаю и приношу перед ним извинения. В последнее время Рамзан Кадыров стал вести себя еще более независимо по отношению к федеральным силовикам и судьям. Так считает глава комитета против пыток Игорь Каляпин. Но никто, кроме лично президента Путина, поговорить об этом с главой Чечни и усмирить его не в состоянии. Если президент говорит, что прекратить конфликт с Кадыровым, у нас любой генерал, хоть с 3-4 большими звездами на погонах, немедленно извиняется и едет к Кадырову, ему там очередные ведомственные награды дарить, кортики какие-нибудь, там часы с кукушкой, с ведомственной эмблемой, вот еще что-нибудь эдакое.